во благо или благо во зло. С вопросительным знаком в конце. Зло во благо или благо во зло. Зло во благо или благо во зло. Итак, первое предложение. Вопросы, относящиеся к могущественному интернету, вполне можно назвать экзистенциальными, как и вопрос о том, что мы делаем в этом мире. Вопросы, относящиеся к могущественному интернету, вполне можно назвать экзистенциальными, как и вопрос о том, что мы делаем в этом мире. Сказано следует. Нет такого прибора, который мог бы определить явную пользу и столь же явное зло, что приносят нам все великие изобретения, как нет и возможности отделить одно от другого. Итак, сказано следует. Нет такого прибора, который мог бы определить явную пользу Дальше начинается прямая речь, которую лучше всего оформить, рекомендация такая идет, которую лучше всего оформить с новой строки и в начале строки поставить тире. Прямая речь, дальше подумайте, послушайте. Прямая речь состоит из нескольких предложений. Когда она закончится, будет сказано, я вам скажу, что закончилась прямая речь. Кавычки не рекомендуются, но не запрещены. Понятно примечание это? Итак, рекомендуется с красной строки через тире прямая речь. Первое предложение такое. Я бы не спешил слишком остро критиковать интернет за все грехи человечества, возразил мой друг, известный физик, давно живущий в Париже. Кстати, мы познакомились с ним через интернет. Да, я читаю предложение с одной точки. Итак, предложение такое. Записываем. Я бы не спешил слишком остро критиковать интернет. Я бы не спешил слишком остро критиковать интернет. За все грехи человечества. Возразил мой друг, получили возможность общаться, объединяясь и тем самым способствуя великим открытиям новейшего времени.